Часто встречаю такой комментарий, мол, казах или хасак — это то беглец, то раб, то низкородный, то еще кто-нибудь. Beautiful. Чтобы все знали, это откровенное искажение. Слова «хасак» и «казах» никогда не означали ни раба, ни подневольного, ни человека низкого происхождения. Ни в языке, ни в истории. Термин «казак» очень древний. Еще в X веке византийские, арабские и русские источники фиксируют это слово. В разных источниках оно звучит по-разному. Казаки-хасаки, касахи, касаги, косоги. Но речь всегда идет об одном и том же. О вольных людях степи. Лев Гумилев говорил: «Народы не падают с неба и не исчезают в землю. Если название живет веками, значит, за ним стоит реальная история». Понятие «казак» и практика казакования стали широко известны миру в период Золотой Орды. Казакование — это сознательный уход из-под власти. Вольная жизнь степью, войной и добычей. И да, сам Чингис-Каган казаковал. До создания своей державы он жил вне установленной власти степной знати, в постоянной борьбе и выживании. Коротко уточним про современность. Современные казаки сформировались из тюркских племен. После распада Золотой Орды в XV веке часть племен, ушедших с Жанибеком и Киреем от власти Абулхаир-хана, стали казаковать. Они стремились восстановить Золотую Орду, и государство, которое они создали, стало известно как Казак-Орда. И теперь ключевой момент. Главный источник монголоведов по эпохе Чингис-Кагана — сокровенное сказание. И в тексте XIII века прямо сказано: «В одноколку казачью верблюд вороной запряжен, и рысью пустили его». То есть слово «казак» применялось и к уходу из-под власти ханов, и к повозкам, и к кочевому быту. Французский историк Рене Груссе также писал, что в Степной империи существовали передвижные юрты на колесах – казак-тегрен. И здесь принципиально важно – казак – тюркское слово. И возникает простой вопрос. Если Чингис-Каган и его народ не были тюрками, если они были строго монголоязычными и имели шивейские корни, то почему тогда свою вольную жизнь и даже свои повозки они называли тюркским словом «казак»? Вопрос риторический. Потому что язык редко врет в повседневной жизни. Представителям монгольского этноса, прежде чем писать комментарии о рабах-казахах, рекомендуем вспомнить свою народную песню «Таван-Хасак». В ней поется о 5 смелых кочевниках-казаках, которые совершают набеги, добывают трофеи и обмениваются ими. Так что хасак — это точно не раб, а вольный человек степи.